Добрый день, уважаемые коллеги. Можно презентацию, пожалуйста? Значит, в рамках подготовки к этим нашим семинарам мы попытались подвести некоторые итоги работы по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде по муниципальному образованию и городским округам. Для этого нами была подготовлена отчетная форма и анкета самообследования, которую мы разослали по всем муниципальным образованиям и городским округам Республики Бурятия. Да, но вы знаете, что у нас 22 муниципальных образования и 2 городских округа Республики Бурятия. К сожалению, откликнулись не все коллеги. Я опять же в продолжение выступления Сергея Борисовича хочу сказать, что следующий материал, который будет представлен на слайдах и в моем выступлении, это ни в коем случае не попытка покритиковать. Да? Это попытка представить ситуацию такой, какой она видится самим специалистам, которые работают в районах муниципальных образований и городских округах. Да? Все, что вы там сейчас видите, основано на тех данных, которые поданы были самими людьми, занимающимися этим непосредственно в муниципальных образованиях и городских округах. Да? Вопросами патриотического воспитания и вопросами профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Значит, поэтому не в порядке критики, а просто для оценки ситуации. Да? К сожалению, на нашу, отчетную форму и на нашу анкету самообследования откликнулись далеко не все наши районы. Откликнулось 14 муниципальных районов и откликнулся 1 городской округ. Вот они перечислены, эти муниципальные районы и город Улан-Удэ, городской округ, соответственно, в алфавитном порядке. Ну, я зачитывать, наверное, не буду, да? Видно, да? Значит, на основании данных, которые прислали нам данные районы, мы получили следующие, результаты. Да? Значит, естественно, что для нас, как уже говорили, да, главным показателем до сих пор, хорошо это или плохо, наверное, можно с вами обсуждать, является количество проведенных мероприятий, да, и количество участников этих мероприятий по-прежнему. Да. Это такие количественные показатели, которые легко устанавливаются, да, легко считаются, поэтому они применяются. Насколько они, действительно отражают содержательную часть, это, конечно, вопрос, но количественные показатели они дают. Да? Вот с точки зрения количественных показателей. Значит, за отчетный период, то есть за 2017 год, проведено 103 военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий. В целом, по результатам этих 15 отчетов. Да? Значит, много это или мало? Ну, если учесть, что из этих 103 мероприятий 31 провел Северобайкальский район, 11 Тункинский район и 10 Селенгинский район, то получается, что 3 района закрыли половину проведенных мероприятий. Да? Я еще раз говорю, что данные собраны на основе, ваших отчетов. Соответственно, например, Баргузинский район показал, что провел одно мероприятие, Жидинский район одно мероприятие за этот год, да? То есть, не знаю, сколько они проводили, но в отчете было вот так вот указано. Да? Значит, всего приняло участие, опять же, по данным этих отчетов, в этих мероприятиях 43 710 человек. Да? Казалось бы, цифра вполне солидная. Да? Значит, учитывая, что у нас молодежи в Республике Бурятия в возрасте от 14 до 29 лет, по данным нашего Бурстата на 2016 год, пока свежее нет, 202 900 человек.
ну как бы мы вот четверть, пятую часть практически закрываем, да, 20%. Но если учитывать опять же, что львиную долю этих участников дали Северобайкальский и Тулкинский районы, да, то как бы, опять же, учитывая, что учитывался сумматор просто участников, это означает, что участники очевидно повторялись, да, то есть это одни и те же люди, которые участвовали в разных мероприятиях, да, то очевидно, что здесь с точки зрения вот, ну, охвата, да, молодежи, как мы говорим, наверное, как-то это не очень достаточно, да. То есть здесь мы опять же можем говорить, что, ну, наверное, да, количество участников мероприятия должно быть несколько больше, да, все-таки за год, да, участвующих в этом мероприятии. Причем хочу обратить ваше внимание, что вот из этих 43 тысяч 33 412 человек это участники в возрасте от 14 до 17 лет. То есть это старшие школьники, да, естественно. Что означает, опять же, что мы в этих мероприятиях ориентируемся прежде всего, опять же, на школьников. Ну, понятно, что с ними проще работать, удобнее, они организованы школы, легче проводить классные часы, там, легче проводить другие мероприятия, военные, военно-спортивные и так далее, и так далее. Соответственно, у нас вот очень небольшая доля, мне так кажется, 10 298, участвовала в возрасте от 18 до 29 лет в этих мероприятиях. Да? То есть, опять же, мы сориентировались на такую удобную группу молодежи, старших школьников, с которыми как бы легче, проще работать, проще организовывать. Средняя оценка проведенных мероприятий, она основана также на данных отчетах, она составила по пятибалльной шкале 4,2 балла. Ну, то есть так вполне благополучно. Ну, здесь опять же порадовало, что коллеги, несмотря на то, что многие ставили себе одни пятерки, некоторые коллеги были более к себе самокритичны. Поэтому итоговая средняя оценка получилась не 5,0, а 4,2. Да? Значит, следующие, так сказать, данные касаются гражданско-патриотических мероприятий. Да? Здесь их проведено чуть меньше, всего проведено по отчетным данным 80 мероприятий. Опять же, да, два района у нас в лидерах. Северобайкальский район 22 мероприятия, Тулкинский 12 и Волгинский 8. Итого, опять же, половину мероприятий закрыли 3 района. Да? Значит, остальные значительно меньше. Да? Ну, вот, меньшее число мероприятий гражданско-патриотического характера Прибайкальский район показал одно мероприятие. Значит, и, естественно, приняли в них участие, опять же, ну, то же самое, что я и говорил по поводу предыдущего слайда, ну, сумму вы видите, да, 24 тысячи с половиной приблизительно человек, но это с теми же самыми оговорками, которые делались по поводу предыдущего слайда, я повторяться не буду. Да. Ну, и опять же, то же самое по возрастным группам, да, 17 тысяч с лишним, это молодежь в возрасте от 14 до 17 лет, и, соответственно, только 7 тысяч в возрасте от 18 до 29 лет. Ну и средняя оценка здесь получилась чуть выше, видимо, были менее скромными, 4,5 оценили свою работу. Значит, следующий слайд отражает данные об информационно-просветительских и методических мероприятиях. И вот здесь мы видим такую сразу спад, да? Проведено всего, по всем отчетам, всего 20 мероприятий. Да? Опять же, из них пятую часть провели в Северобайкальском районе 4 мероприятия. Да? Но приняли в этих мероприятиях участие, смотрите, всего 1210 человек. Да? То есть это вот по тем данным, которые нам прислали. Да? Из них, опять же, 915 это в возрасте от 14 до 17 лет. И 295 от 18 до 29. Очевидно, что ну, с информационно-просветительскими методическими мероприятиями у нас есть некая проблема, да, которую нам с вами как-то предстоит решать. Очевидно, что здесь нам как-то надо двигаться дальше по поводу расширения количества этих мероприятий, охвата этих мероприятий. Ну и, естественно, содержание этих мероприятий, потому что здесь, вы видите, оценка получилась гораздо скромнее, чем в двух предыдущих случаях, всего 3,1. Да? То есть, ну, скажем так, на уровне удовлетворительно, да? И не более того.
Следующий слайд отражает данные о мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Но здесь чуть лучше, чем с информационно-просветительскими, но хуже, чем с военно- и гражданско-патриотическими. Да? Проведено 49 мероприятий. Ну, дальше вы видите, да, как районы, которые провели наибольшее число мероприятий. Это Баргузинский, Печорский и Кабанский район. Да? Но вот так уж получилось, да, что в отчете ни Мухрашипирский район, ни город Улан-Удэ не указал ни одного мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Поэтому нулевые показатели. С чем это связано, я не знаю. То есть, то ли это действительно отражает реальность, то ли это просто, ну, скажем так, не захотелось дальше заполнять отчетную форму, да? Проще отправить ее полупустой. Вот. Ну, не знаю, как произошло, может, то есть, то и есть. Да? Значит, здесь не делили на возрастные категории участников, приняло участие на мероприятии 27 158 человек. Да? Но здесь, опять же, с учетом всех тех замечаний, которые я говорил в самом начале, да, касательно вот этой цифры числа участников. Значит, ну и средняя оценка мероприятий, здесь она чуть выше, чем в предыдущем случае, 3,9 она составила, да, то есть мы как бы сами тоже понимаем, что мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма мы, видимо, проводим чуть хуже, чем военно-спортивные и военно-патриотические мероприятия. Да? Ну и последняя вот здесь строка, это информационное сопровождение мероприятий. Значит, по отчетам мы учитывали только те данные, которые были конкретными, то есть название конкретной статьи, передачи, радио или теле. Да? То есть если просто было указано там газета районная такая-то, то мы эти данные просто не учитывали, если там не было указано конкретных материалов. Да? Соответственно, вот по отчетам получилась очень печальная цифра, на мой взгляд. Всего 36 материалов за год было представлено по информационному обеспечению мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма и терроризма. Да? Очевидно, что для 15 районов эта цифра ничтожная. Да? За год 36, ну, грубо говоря, публикаций, да, имея в виду и теле- и радиопередачи, да, это как бы, ну, наверное, показатель того, что здесь в этом направлении у нас еще впереди большая работа. Ну и надо обратить больше внимания, наверное, на информационное освещение предприятий. Тем более, что во многих отчетах сами же коллеги наши указывали, что одним из критериев эффективности проведенного мероприятия, на их взгляд, является информационное освещение, да, то есть насколько был резонанс от этого в печати или в социальных сетях и так далее, и так далее. Да, то есть, но при этом, вот, к сожалению, цифра сложилась вот такой. Да. Ну и опять же, пока там дальше давите припуску, из этих 36 публикаций 21 это Северобайкальский район. То есть все остальные в сумме 15. Да. Вот как-то так, да. Я еще раз говорю, что я еще раз основываюсь на тех данных, которые получил от самих, так сказать, специалистов, да, которые заполняли эти отчетные формы. Ну, данные о мероприятиях по районам выглядят вот следующим образом, вы можете посмотреть. Ну, собственно, здесь повторяться не буду. Все они уже в обобщенном виде вы видели, да. Поэтому просто вот, ну, в качестве такой некой динамики, да, можете глянуть, как это все происходит, да. Понятно, да? Значит, ну, следующий слайд — это сравнение данных о мероприятиях. Ну, я уже говорил, да, очевидно, западающий фактор — это информационно-просветительские и методические мероприятия. То есть, если здесь у нас хотя бы речь идет о десятках тысяч участников, то здесь цифра скромная, это 1210 человек, да, ну и, соответственно, опять же, количество мероприятий. Ну и оценка, да, то есть западающий вот этот фактор, он виден, да, ну и вот, что касается этого показателя. Да? Значит, самооценка деятельности, значит, как я уже говорил, к отчетной форме была приложена анкета для самооценки деятельности по патриотическому воспитанию и противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Значит, здесь
оценка работы по гражданскому патриотическому воспитанию детей и молодежи. Она отлично эту работу оценила, как вы видите, 17,6% отвечавших. Хорошо оценили свою работу 35,3%. Неудовлетворительно оценили 23,5%. Ну, самокритичности не хватило, неудовлетворительно не оценил никто, да, по нулям. Но и, к сожалению, 23,6% из присланных отчетов не содержали анкеты. То есть анкета была просто не заполнена, поэтому нет ответа. Соответственно, следующий вопрос – это оценка работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Здесь как бы отлично себе поставили чуть меньше количество специалистов, всего 11,8%, но при этом хорошо поставили себе столько же, 35,3%, как и патриотического воспитания. То есть мы как бы в целом, наверное, осознаем, что мы работу делаем, но делаем ее, скажем так, пока на хорошо видим, да? Что близко видимо показателю, ну, в целом удовлетворительно. Да? Особенно если учесть, что при этом, оценивая свою деятельность, к сожалению, в ваших отчетах, которые отправлялись, нет показателей этих оценок. То есть на основании чего была поставлена такая оценка. Иногда просто описывается, значит, полученный результат. Улучшилось патриотическое воспитание. Или полученный результат, проведена профилактика экстремизма и терроризма. То есть мы уже понимаем с вами, что это как бы не результат, да? То есть мероприятие, проведенное вами. Да? Ну не вами, а вообще специалистами. Вот. Это некоторые просто указывали в качестве показателей проведенных мероприятий категории участников, для которых они проводились. То есть там школьники, студенты и так далее, так далее. Но тем не менее вот такие оценки. Следующий вопрос касался того, как оценивают изменения в работе по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма и терроризма в течение последних лет. Вот 47% опрошенных считают, что активизировалось и ведется более успешно. Ну, наверное, это так и есть. Тут нет оснований для сомнений. Но при этом 23,5% считают, то есть практически четверть, да, опрошенных считают, что не изменилось. Да? То есть по-прежнему люди как бы понимают, что некая есть, ну, как бы пробуксовка, да, на месте такой бег присутствует, да, когда мы проводим одни и те же мероприятия, но от этого особых улучшений как бы не наступает. Да? Но очень скромная цифра тех, кто оценил, что стало хуже, 6% всего, да, люди видят либо как бы такую пробуксовку, либо некую положительную динамику. Ну и та же самая нет ответа, те же самые 23,6%, понятно почему, потому что просто анкеты не заполнены. Следующий слайд отражает оценку системы патриотического воспитания детей и молодежи. Здесь, несмотря на предыдущие все замечания, да, неожиданно 70,6% опрошенных считают, что система при этом сложилась. Да? Хотя, как бы, вот, у меня такое оптимистическое впечатление на основании отчетов не сложилось, в отличие от опрошенных. И те же самые 5,9% считают, что система не сложилась. То есть, видимо, те же самые пессимисты, которые указали, что стало хуже. Да? В оценке системы профилактики экстремизма и терроризма здесь еще более радужные показатели. 76,4% опрошенных, то есть все считают, что система профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде сложилась. Ни один не посчитал, что она не сложилась. Да? Хотя, на мой взгляд, ну, это, скажем так, несколько преувеличенное, наверное, мнение, да, поскольку, наверное, вряд ли можно сегодня говорить о сложившейся системе профилактики экстремизма и терроризма. Следующий вопрос касался факторов, которые в наибольшей степени снижают патриотизм у молодежи. Да? Здесь, на первое место респонденты поставили невозможность реализовать свой личностный потенциал. На второе место было поставлено негативное влияние СМИ, и на третье место социально-правовая незащищенность. Ну, данные выделенные красным, вы видите. Да? Вот. Значит, что здесь можно сказать? Да, здесь опять же, наверное, вот
то, что говорил Сергей Борисович относительно того, что воспитание, наверное, патриотическое начинается все-таки с момента рождения, да, а не с 14 лет, да, как мы говорим, наверное. И то, что, наверное, от благополучия семьи и от самого ощущения молодого человека, насколько он востребован обществом, да, от этого зависит и то, насколько он будет патриотичен, и насколько он будет противодействовать экстремизму и терроризму. Да. И здесь как раз очень, на мой взгляд, показательно, что респонденты поставили именно эти факторы в качестве главных, потому что, наверное, да, действительно, особенно в районах, когда молодежь не ощущает возможности реализовать себя, нет места работы, работа не удовлетворяет своим качеством, условия жизни не удовлетворяют, то, соответственно, и возникает вот это препятствие для развития патриотизма, да, по отношению к своей стране и так далее. Следующий вопрос касался факторов наибольшей степени влияющих на формирование идей экстремизма в молодежной среде. Здесь на первое место извините, респонденты поставили два фактора. Это влияние одиозных личностей на молодежь и негативное влияние СМИ. Но, опять же, что характерно, на третьем месте, вот 23,5%, то есть почти, опять же, четверть, да, отмечают неудовлетворительное материальное положение в семье. То есть, опять же, те самые социальные условия, о которых я говорил, да, комментируя предыдущий слайд. Вот как бы вот таким образом. Да. Значит, как я уже говорил, вот количественные показатели, количество проведенных мероприятий, количество участников мы как бы попытались оценить. Мы пытались оценить содержательные показатели проведенных мероприятий. К сожалению, здесь удачи у нас было меньше. Потому что, оценивая по содержательным показателям, к сожалению, из ваших отчетов агрегировать какие-то показатели не удалось. Потому что то, что там выдается за эти показатели в этих отчетах, это, конечно, никаким образом не позволяет, скажем, измерить патриотическое воспитание. Ну, например, классический пример, во всех военно-спортивных мероприятиях пишут, там, достигнуты спортивные результаты. Да? Каким образом спортивный результат влияет на патриотизм, ну, для меня это как бы загадочно. Да? То есть, я не знаю, может быть, напрямую, если он лучше бежит 100-метровку, он больше патриот. Ну, тут как бы мне сложно, да, сказать. Ну, наверное, как бы это не совсем правильно. Или классический показатель для военно-спортивных мероприятий. Там, получили или улучшили навыки стрельбы. Каким образом это повлияло на патриотизм или профилактику экстремизма и терроризма? То есть как это взаимосвязано, это тоже загадочно. Но тем не менее, спасибо коллегам из Житинского, Сахарского и Равнинского районов, они пытались, по крайней мере, может быть, для обсуждения и дальнейшей дискуссии предложить некие содержательные критерии эффективности проводимых мероприятий. Это агрегированные, опять же, данные на основании вот этих трех районов. Да. То есть, может быть, действительно стоит подумать, ну хотя мне кажется, что разработка вот таких показателей и критериев, она должна стать предметом не только сегодняшней дискуссии, но и в целом дальнейшей большой работы. Ну и спасибо за внимание.